Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан в отношении группы военнослужащих и граждан Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 395 «Развязывание или ведение агрессивной войны» и части 2 статьи 104 «Убийство двух или более лиц, в том числе в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенная способом, опасным для жизни многих людей, организованной группой, из корыстных побуждений, а также равно сопряженная с разбоем или бандитизмом, на почве национальной, расовой, религиозной, местнической ненависти или вражды, либо кровной мести, Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Как сообщает НИАТ Хабар со ссылкой на Генеральную прокуратуру Таджикистана, 29 апреля 2021 года, около 11 часов дня, группа военнослужащих пограничной службы Кыргызской Республики в сопровождении местного населения из числа граждан Кыргызской Республики численностью ориентировочно в 200 человек собрались напротив пограничного пункта Хаджая-Айло, расположенного у поста головной сельского совета Чаркук города Исфара Сагдийской области, где таджикскими инженерами устанавливались заранее обговоренные камеры видеонаблюдения. Не спрашивая ни о чем, вышеупомянутые лица с непосредственного ведома и участия официальных властей, а именно военнослужащих пограничной службы Кыргызской Республики, стали закидывать камнями граждан Республики Таджикистан, одновременно спиливая столб, на котором работал гражданин Республики Таджикистан. Затем данная провокация переросла в массовые беспорядки, зачиненные пограничной службой Кыргызской Республики. Для урегулирования инцидента на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов Республики Таджикистан во главе с председателем города Исфара Сагдийской области Бахадурзода Бахавадин, по которым, зная об их официальном статусе, был открыт прицельный огонь из автоматического огнестрельного оружия с целью их физического уничтожения. В результате данного вооруженного нападения, председатель города Исфара Бахадурзода Бахавадин и другие сотрудники правоохранительных органов, а также местные жители были тяжело ранены. Не остановившись на достигнутом, вышеупомянутые лица с подкреплением еще большего числа военнослужащих и местного населения с огнестрельным оружием в руках, боевой техникой и другими видами огнестрельного оружия совершили вооруженное нападение на местное население, объекты инфраструктуры и пограничные пункты Республики Таджикистан, направленные на нарушение целостности и суверенитета Республики Таджикистан, захвата территории и порчи частного и государственного имущества. В результате данного вооруженного нападения, несколько людей были убиты, десятки ранены, и сожжены большое количество домов, пограничных пунктов и других сооружений и объектов инфраструктуры. Гражданам и государству причинен огромный материальный ущерб. Применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с уставом Организации Объединенных Наций или же другими международными договорами, расценивается как акт агрессии. Засылка государством вооруженных банд или групп, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие серьезный характер, также считается актом агрессии. В данное время создана следственно-оперативная группа, ведется расследование.